Добрый день, дорогие друзья! Этот май героический, победный, знаменателен еще одной датой, великим юбилеем, 800-летним юбилеем великого князя Александра Невского. Что мы знаем о нем? Мы знаем, что это великий защитник, что это мужественный, не проигравший ни одного боя князь. И, в принципе, это все практически. А о его юных годах мы практически ничего не знаем. Формирование личности происходит с отрочества, то есть воспитание ребенка. То есть он не просто так появился внезапно в жизни нашего Отечества. Он родился, его воспитывала мать, он смотрел на своего отца, на него влияло его окружение, и вот так вот сформировалась личность, которая в тяжелый момент жизни нашего Отечества проявила себя, проявила в раннем, по нашим меркам сейчас, возрасте, да, то есть в возрасте от 14 до 25 лет он активно действовал как не просто там воин, машущий мечом, а как стратег, как политик, как образованный человек. И его деятельность, вот, она до того была столь полезна для нашего Отечества, что вот в этом месяце мы уже даже празднуем 800-летие этого человека, этой личности, которая повлияла на развитие, на ход истории нашего Отечества. Мы предлагаем вам, дорогие друзья, вместе с нами поразмышлять. Своего рода информацию к размышлению мы вам даем. То есть вы сейчас увидите вопросы на экране, услышите их, а затем мы вместе с молодыми, юными студентами, будущими актерами, мы с вами услышим из достоверных источников о некоторых интереснейших фактах вот молодого Александра Невского. Итак, давайте посмотрим на первый вопрос. Что сформировало Александра? Каковы были истоки, почва, на которой родился и возмужал наш герой? Святой и благоверный великий князь Александр Ярославич родился в 1220 году, 30 мая, в городе Переславле. Отец Александра Ярославича, великий князь Ярослав Всеволодович, по отзывам его современников, был кроткий, мудрый, милостивый, благочестивый и всеми любимый князь. Мать благоверного Александра, благоверная княгиня Феодосия, своим благочестием и подвижничеством еще при жизни своей приобрела от современников имя святой княгини. Под надзором благочестивых и нежно любивших его родителей и проходили детские годы жизни благоверного князя Александра. По тогдашнему обычаю его рано начали учить. И так как при воспитании больше всего заботились тогда о развитии в душе ребенка страха Божия и благочестия, то и учили благоверного князя прежде всего священным книгам, Евангелию, Псалтыре, любимой в Святой Руси священной книге, в мудрых словах которой наши благочестивые князья искали и находили себе утешение в самые тяжелые минуты своей жизни, когда ни от кого, кроме Господа, нельзя было ожидать помощи. Господь с детских дней готовил благоверному князю Александре светильник, горящий верою и добродетелями. По свидетельству древнего писателя жизни благоверного князя, никогда он не предавался детским забавам и развлечениям. Любимым его занятием было чтение священных книг, а любимым отдыхом пламенная молитва Господу, пример которой он постоянно наблюдал в лице своей благочестивой матери. Пением церковных песнопений услаждал он свою душу, постом его содержанием укреплял и развивал свои телесные силы. Что укрепляло и закаляло юного князя? Наряду с книжным обучением в княжеской древнерусской семье много внимания обращалось и на воспитание физическое, на развитие силы и ловкости, умение владеть мечом и копьем, ездить на коне и тому подобное, так как князь должен был быть опытным не только в подвигах духовных, но и в подвигах ратных. Должен быть не только воином Христовым, но и воином земным, уметь защитить святую церковь и силой слова, и, когда это требовалось, силой меча.
И благоверный князь Александр, непобедимый Витязь, как называли его современники, в совершенстве усвоил эту сторону княжеского воспитания и для своих соратников был не только руководителем, но и образцом ратной доблести. Рано начинали подготовлять юных князей к предстоящей им правительственной деятельности. И здесь для благоверного Александра высоким примером и образцом для подражания мог служить его знаменитый отец. Этот, по отзыву современников, страдалец за русскую землю, положивший душу свою, заверенную ему Богом, в управлении страны. Но недолго благоверному князю Александру пришлось жить под родительским кровом и попечением. Очень рано, в 16 лет, пришлось ему вступить на самостоятельный жизненный путь. Чем подкупал Александр Ярославич и вольных новгородцев, и немецких рыцарей, и монгольских завоевателей? Сколько от юного князя требовалось твердости воли, осторожности и в то же время умения общаться с людьми, снисходительно относиться к их взглядам и привычкам, чтобы, выполняя план отца, привлечь к себе доверие и любовь новгородцев, не хотевших поступиться чем-либо из своих вольностей. Он жил здесь как бы между двух огней, всегда настороже, успешно обходя все трудности. Им доволен был отец. Его полюбили новгородцы, называли его «наш князь» и гордились тем, что у них княжит Александр, которого каждая русская область хотела бы видеть своим князем. И не одним умом, мудрым управлением привлекал к себе умы и сердца новгородцев благоверный князь Александр. Привлекали их к святому князю и его редкие душевные качества, а также наряду с духовной красотой необычайная красота телесная, которая поражала всех, кто хоть раз видел благоверного князя. О том неотразимом впечатлении, которое производил благоверный князь Александр своей внешностью, в древнем его житии сохранилось следующее известие. В Новгород прибыл один из немецких рыцарей по имени Андриаш. Пораженный дивной красотой благоверного князя Александра, он по возвращении на родину в следующих словах передал своим соотечественникам свои впечатления. «Я прошел многие страны, видел много людей, но ни среди царей, ни среди князей я не встретил ни одного, который мог бы сравниться с князем Александром». Такое же впечатление произвел величественный образ благоверного князя Александра и на страшного завоевателя Руси Батыя. Какова отличительная наследственная черта этой знаменитой княжеской семьи? Но еще больше привлекал к себе благоверный князь своей духовной красотой, которая современникам его казалась такой же необычайной, как и красота телесная. Он был милостив паче меры, заметил летописец. Милосердие представляло собой отличительную наследственную черту в княжеской семье благоверного князя Александра. Ею отличались его родители Ярослав и Феодосия. Ею стяжал себе общую любовь дядя благоверного Александра, великий князь Владимирский Юрий Всеволодович. Ее заповедовал предок святого Александра Владимир Мономах, великий древнерусский милостивец, привлекавший к себе всех своей щедростью и готовностью помочь каждому нуждающемуся. События новгородские, при которых проходила юность благоверного князя Александра, особенно должны были содействовать развитию в святом князе этой унаследованной им от предков черты. Богатый торговый Новгород вследствие не вполне благоприятных почвенных условий для земледелия нередко страдал от недорода, бесхлебья. В такое время цена на хлеб страшно поднималась, и бедному люду иной раз угрожала голодная смерть. Подобное несчастье и произошло в первые годы жизни благоверного князя Александра в Новгороде. В благоверном князе эти несчастья бедного люда вызывали особую жалость. По свидетельству древнего жизнеописания, Александр Ярославич был истинным другом всех нуждающихся и обездоленных, отцом вдовицам и сиротам, питателем нищих и убогих. Памятуя заповедь Спасителя не собирать себе сокровищ на земле, он щедро отделял нуждающихся, и из княжеского дома никто не уходил неудовлетворенным в своей просьбе. Наряду со страшными бедствиями Божие наказание, благоверному князю Александру, живя в Новгороде, приходилось много наблюдать и бедствий, происходивших от человеческого произвола и несправедливости. Как вы думаете, какие основные принципы правления Александра Невского? Много заботился благоверный князь Александр о том, чтобы его подчиненные в своих отношениях к населению не подводили.
никаких поводов к недовольствам или жалобам. Мудрые советы дал он своим дружинникам о том, как нужно пользоваться своей властью. «От Бога, — говорил он, — получили мы власть над людьми Божьими, и в страшный день суда должны будем отдать отчет в пользовании этой властью. Огради себя страхом Божьим, помни этот день всеобщего воздаяния, каждому по делам его, со всей справедливостью производите суды. Несмотря на лица и положение, будьте одинаково внимательны как к богатому, так и к бедному. Наказывая виновных, не будьте жестокими, соразмеряйте милостью наказание. Ничего не делайте под влиянием гнева, раздражения и зависти. Не забывайте нуждающихся, помогайте всем, творите несчитанную милостыню, чтобы и себе заслужить милостью Божию». Несомненно, что благоверный князь Александр не ограничивался подобными наставлениями, но помня завет мудрого своего предка Владимира Мономаха, советовавшего князю во все вникать самому, не получать делать другим того, что сам можешь и должен сделать, внимательно следить за действиями своих приближенных, и благодаря этому почти никогда не нарушались мир и согласие между князем и новгородцами. Ни разу не высказано было со стороны последних упрека князю или его дружинникам. «Князь наш без греха». Вот отзыв новгородцев о святом Александре. По какой причине Александр Невский и его отец Ярослав Всеволодович шли на определенные уступки и соглашения с татарами, а шведским завоевателям оказали молниеносный, неравный, но увенчавшийся победой бой? В деятельности святого благоверного великого князя Александра Невского мы видим сочетание двух разных политик. На Востоке это политика миролюбия, смирения перед монголо-татарскими захватчиками. На Западе же это ожесточенное и искусное сопротивление шведским рыцарям, крестоносцам, пытавшимся захватить Русь. Как объяснить эти два вида политики? Когда святой Александр Невский принимал решение по поводу отношений с монголо-татарами, он, как мы можем заключить в целом из православного вероучения и из исторических исследований, понимал их как Божье попущение, Божье наказание за грехи народа, в том числе и политические ошибки. Ведь народ был крещен, но по-прежнему между людьми и князьями были междоусобицы, вражда, идолопоклонство и прочее. Кроме того, он понимал, что монголо-татары были намного сильнее, чем тогдашний русский народ. Поэтому по отношению к ним он исполнял заповедь Спасителя Иисуса Христа, что не протився злому, и когда кто тебя ударит по одной щеке, подставь ему другую. Он ездил на поклон, платил дань, стремился умилостивить завоевателей. К тому же они не претендовали на веру. Они взимали дань, они требовали покорности, но в вопросы вероучения они не вмешивались. Более того, они даже давали льготы и освобождение священнослужителям, говоря, что и они тоже должны молиться за них, за храм. А вот в случае с западными захватчиками было совсем по-другому. Они как раз претендовали на господство в вере, на духовное доминирование. Они стремились подчинить Русь католическому Западу. И вот тут Александр Невский исполнял уже другую божественную заповедь. И в Ветхом Завете мы можем прочитать о том, как Бог напрямую через пророка Моисея и других пророков велел вступать в военные действия и сопротивляться злу, уничтожать язычество и неправильные верования, которые тем более претендовали на господство над еврейским народом. Также и в Новом Завете мы читаем в послании к римлянам апостола Павла: «Начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему зло».
То есть мы можем заключить, что воля Божья может в исключительных случаях состоять и в пресечении зла физическими методами. Да, Господь Иисус Христос принес нам служение примирения. Он в себе самом своей жертвой примирил земное и небесное, но покуда еще не все люди это приняли, допустимо иметь и государственную власть, и благословляется церковью, в том числе и военный подвиг. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви об этом говорится так. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Как показало время, святой Александр Невский принял совершенно правильное решение. Русь постепенно набирала духовную силу, и спустя несколько веков она смогла сбросить с себя монголо-татарское иго, потому что, как пишет историк Николай Клепинин в своем исследовании, Александр Невский видел подлинную сущность России, ее внутреннюю силу, и все его усилия были направлены на ее сохранение. Этим объясняется его упорная борьба с католическим Западом. Каждый из нас, дорогие друзья, должен уподобляться святому князю. Он должен не сильно переживать, если у нас отнимают какими-то хитростями или силой, пускай даже денежные средства или физически нас оскорбляют, а вот если претендуют уже на веру, если пытаются явно или тайно вот это духовное сокровище отобрать, вот тут надо быть непримиримым, потому что, как заповедовал один из русских святых, смиряйся перед врагами своими, попирай врагов Отечества и гнушайся врагами Божьими. Благодарю. Об Александре Невском я узнал в школе на уроках истории, но вот прям уважение, то есть интерес к этой личности у меня возник после того, когда я узнал, что свои дни земной жизни Александр Невский закончил в схиме с именем Алексей. И Объясни, пожалуйста, что такое схема. если бы я знал. Вот. Определенный вид монашества, как бы самое. Это последняя ступень Да. монашеского такого пути. То есть вот его начало пути, вот начало развития, вот рождения ребенок, он шел, развивался, он всегда стремился, и концовка земного пути закончилась именно результатом схимы. То есть вот, наверное, всю свою жизнь он и стремился к этому, чтобы приблизиться к Богу. Поэтому результат деятельности, вообще вся его деятельность жизни, оно принесло вот такие колоссальные плоды. Вот, я вот искренне как бы уважаю Александра Невского, чту его молитвенной памятью, конечно, и уважаю еще непосредственно в том проявлении, в каком он на меня воздействует как на тренера, как на спортсмена, что если хочешь добиться каких-то результатов, надо реально делать все не для себя лично, а для других людей, не думая о своей личной выгоде. Спасибо. Спасибо.